наблюдается такой переход, как бы взаимодействие между миром живых и миром неживых. И следующая составляющая – это магическая атрибуция болезни. Она определяет любое болезненное состояние или смерть человека как результат сознательных, целенаправленных действий другого человека. То, что по-научному называется негативное психологическое воздействие. Да? Это феномен сглаза, колдовства, порчи. Ну, наиболее значимой фигурой в этой сфере для Чувашии является колдун, который в разных местностях называется по-разному. Варианты различные есть. И вот наши и зарубежные этнографы очень хорошо описали эту колоритную фигуру. Но, конечно, наибольшее опасение вызывает порча, наводимая колдуном. Почему? Потому что считается, что существует огромное количество способов для наведения порчи. Ну и она может передаваться как через воздух, при непосредственном общении, контагиозное распространение. И по сути, поэтому люди сторонятся того человека, который считается колдуном. И порча также может наводиться в результате наговаривания на тайну унесенную вещь человека. Это такой гомеопатический способ распространения, принцип подобия. Вот. Как лечить порчу? На это тоже существуют специалисты народные, да, наиболее опытные знахари, целители. Ну, а что касается сглаза, то сглаз – это результат завистливых взглядов на ребенка, девушка, животное, растение. Да? В каждой местности опасаются людей с такими огненными черными глазами, которые свой пристальный взгляд могут наделять такой разрушительной колдовской силой. Да? Ну, о сглазе также начинают думать, когда причина заболевания просто становится неясной, непонятной. И считается, что наиболее подвержены этому дети, поскольку у детей еще с научной точки зрения защитная функция, она не сформировалась, и они находятся в очень тесной взаимосвязи со своей матерью. Интересное представление о болезни в чувашской культуре. Эта болезнь нередко наделялась таким антропоморфным образом, да? То есть болезнь в виде человека. Нередко заболевание может принимать также и зооморфный образ, то есть как живущее внутри человека животного, какой-то ящерицы. Но еще интересным моментом является то, что чуваши не проводили традиционных различий между болезнями человека и болезнями животных. То есть это тоже такой вот принцип природного единения. То есть керемец одинаково часто могла поражать и скотину, и животных, и животные также подвержены сглазу и порче так же, как и человек. И методы лечения, соответственно, будут идентичны и одинаковые. Но и стоит отметить, что подобные взаимоотношения человека с недугом, конечно же, свидетельствуют о проявлении неосознанного стремления к сохранению равновесия в системе человека-природы. Традиционное сознание не выделяет человека из природы, он является ее органичной частью, внимательно наблюдает происходящее вокруг, оценивает в соответствии с уровнем своих представлений и передает новый опыт близким, продолжая следующее поколение. И мировоззрение Чувашии отражает двойственное восприятие болезни. С одной стороны, она как бы предопределена заранее, с другой, правильное поведение в реальном и нереальном мире может свести к минимуму возможность ее появления. Если позволите, еще несколько моментов, если есть время, да? Еще минута? 2 минуты еще. 2 минуты. Я хотел еще сказать о традиционных оздоровительных практиках и о культурно-адаптивном копинге. Но каждый человек пытается найти какие-то способы справиться с болезнью, сознательно или неосознанно. Какие же моменты можно выделить в чувашской культуре, которые позволяют относить их к оздоровительным практикам? Ну вот, на наш взгляд, первое место занимает трудовая и физическая активность. Труд расценивается как универсальное средство достижения и сохранения как физического, так и психологического благополучия. Да? Считается, что регулярная трудовая деятельность, ставшая телесной и духовной потребностью, не просто способствует здоровью, она также приносит долголетие и часто становится причиной бессмертия в глазах потомков. С другой стороны, люди, не способные к труду, воспринимаются как несчастные и, в общем-то, практически как инвалиды. Следующий момент – это обращение за социальной поддержкой. Поскольку представление о здоровье об индивидуальном и социальном размыты, поэтому как бы естественно получать помощь в микросоциальной среде. Кто скрывает от людей свою беду, тот изолится, кто скрывает болезнь, тот умрет. То есть примеры этому, конечно же, есть.
Дальше. Принцип деятельностной активности. Он предусматривает необходимость собственных усилий человека по оздоровлению. Еще одним немаловажным фактором является осознанное ограничение потребностей у чувашей, которое распространяется как в материальную, так и на духовные сферы. То есть это принцип умеренности. Умеренности в потреблении, умеренности выражения эмоций, умеренности во многих сферах человеческой жизни. Вот. Ну и что касается современных представлений, взглядов чувашей на здоровье, то, конечно же, здесь наблюдается переплетение современных естественно-научных представлений, медицинских теорий западного происхождения с традиционным мировоззрением. То есть такой синкретизм. Мы прекрасно знаем, что врачи это знают, что нередко до обращения к врачам многие из нас, наших коллег, обращаются к народным целителям, к экстрасенсам и к другим практикам, количество которых сейчас огромное, и даже выступает по телевидению, принимает более современный облик, но тем не менее суть их от этого не меняется. И у меня еще, конечно, были моменты по совладанию с традиционной чувашской культурой, но я думаю, об этом можно поговорить в следующий раз. Спасибо за внимание. Ну, теперь все будем здоровыми. Так внимательно слушайте. Вопросы, пожалуйста. Конечно, пожалуйста. Евгений Григорьевич, спасибо большое за интересный доклад. У меня есть вопрос. А нет у чувашей представления о болезни как о грехе, наказание за грех? Это связывается и, в общем-то, с православной религией, но все равно рано или поздно. Вот нам говорят, что у гнутов не было представления о грехе, что раз они большей частью только в XIX веке даже были двуязычными, так, двоеверными и так далее. А у чувашей не прислушиваются? Вы знаете, я вот таких представлений не встретил, может быть, они где-то есть, но вот мои исследования касались более раннего периода, наверное, до христианского периода, или того периода, который уже сейчас. Ну, честно говоря, я не встречал. Может быть, они есть, но не могу сказать. В любом случае, очень интересно. Спасибо. Как говорит это Высоцкий, если хочешь быть здоров, ляг на пол 3-4, да? То есть движение. Спасибо. Слово хочу предоставить нашему гостю. Радик Радильевичу из Харькова, Институт истории имени Марджали, Академия Нобелевского Татарстана. Уважаемые коллеги, участники конференции, моя тема посвящена одному из основополагающих элементов народной религии татар-кряшин, это аграрным культом. Я долго думал, какой же доклад представить на этой конференции, и в конечном итоге остановился именно на этой теме, так как традиционная религиозная система кряшин, она синкретична и вобрала в себя отдельные элементы религиозной культуры практически всех народов, в том числе чуваш, удмуртов, марийцев. И я думаю, каждый найдет что-то свое в религиозной системе кряшин. Но это вполне понятно, учитывая особенности формирования этой этноконфессиональной общности и тесные культурные контакты кряшин с другими народами. Ни для кого, наверное, не секрет, что кряшины формировались, и в их формировании принимали участие и удмурты, и марийцы, и чуваши. И, естественно, они вбирали в себя культурные такие доминанты этих народов. Несмотря на то, что татаро-кряшины, или как в их дореволюционной историографии было принято называть старокрещенные татары, со второй половины XVI века официально относились к группе православных христиан, вплоть до введения системы Минского, то есть второй половины XIX, начала XX века, в их религиозной культуре очень важное место занимали традиционные религиозные установки, которые восходили своими корнями к религиозным системам тюркских народов в обширном евразийском пространстве и отчасти финно-угорских народов Среднего Поволжья, Волга-Каменка. Почему же вот эта система не сохранялась и представляла такую целостную религиозно-мифологическую картину? Есть несколько факторов, но, на мой взгляд, наиболее значимый — это то, что
православие, как, впрочем, и ислам, длительное время выступали в форме такой системы нивелирующей, которая с абсолютно чуждой для местных народов системой цивилизационных и культурных координат, восприятие которых часто вело к деформации и разрушению традиционной культуры и смене идентичности. Это, по крайней мере, до введения как раз системы Ильмецу, когда была предложена новая модель, которая учитывала этнокультурные особенности местных народов. То же самое можно сказать и об исламе. Не случайно местные народы называли православие русской верой, как, впрочем, ислам татарской верой. И они довольно четко это, в этих словах это выражается. Поэтому сохранение традиционных основ религиозности у кряшен можно рассматривать как форму рефлексии, направленную на сохранение своей самобытности и своей такой интересной культуры. Очень важное место, как я уже говорил, занимали народные религии кряшен аграрные культы, всецело зависящие от милости природы и занимавшие преимущественно сельским хозяйством, кряшины придавали большое значение совершению общественных молений и жертвоприношений. Эти аграрные культы очень тесно были связаны с представлениями и верованиями верховного общетюркского бога Демиурга Тенгри. У татар и у кряшин он назывался Тенгере Бабай, то есть бог-дед буквально, или Таре. Причем Таре использовалось как обозначение и этого общетюркского бога, так и атрибутов христианского такого вероучения, например, иконы крестов. И у татар-мусульман, и у кряшин они тоже называются Таре. Также очень широко использовался такой древнеперсидский, манихейский обозначение как хадай или кудай. Причем он у татар тоже очень распространен, они его используют как синоним Аллаха. А у кряшин он как раз был как синоним этого бога Демиурга. Фигура Тенгере у кряшин и у татар-мусульман, он имеет общие черты с фигурами верховных божеств других народов. Это он имел антропоморфные черты, выступал в виде огромного седовласого старика, который разъезжает по небу на колеснице и гонится за шайтаном, поражая его молниями. И из-за этого как раз они объясняли это природу молнии и грома. Кряшина во время, когда гремел гром, запрещалось что-то делать, есть. Они должны были все сидеть дома смирно, а само поражение человека молнией воспринималось как наказание за какие-то поступки неблагоугодные. По поверьям кряшин, относится Тенгере, являвшего повелителем небесных и земных стихий, полностью зависел от благополучия сельских жителей. Он мог дать обильный урожай или, напротив, побить его град, устроить засуху, морс скота. Для того, чтобы заручиться его милости и поддержания более значимых традиционных религиозных обрядов, по крайней мере, в первой половине 19 века, связанных с культом Тенгере. Цикла у кряшин начинались с праздника Шилок, или, наверное, правильно по-чувашски Шилек, отмечается и у чувашей. Денем по доступным мне графическим материалам, он у чувашей в большей степени связан. Для меня потом Шилек, да? Шилек, что ли? Да. Устроили, да. Как храм, можно сказать. А вот у кряшин это всецело связано с культом плодородия. Всецело. Значимость может быть в народном календаре кряшен месяц май как раз назывался Сабантуай. То есть специально выделялся из других месяцев именно таким вот изучением.
Да, само значение слова «шейлат» не совсем понятно. Она встречается у многих местных народов. Например, чувашский шайлак, шиллек, стол посреди двора в доме невесты для свадебного угощения. Марийская шалат, свадебная обстановка, стол обычно во дворе. Старотурецкий царский пир. Ну, вот у нас, у казахских татар, есть такое выражение «шалтачулу», это значит просто выйти на гуляние. То есть довольно близкое лексическое значение этого слова в разных языках может говорить о широком распространении этого праздника в прошлом у народа Среднего Поволжья и единой семантики этого праздника. Само смысловое значение праздника шейлат, как общенародного торжества и действия, связанные со свадьбой, также кажется не случайным. Об этом свидетельствует религиозно-обрядовые действия, связанные с этим праздником Кряшен. Особая торжественность, сопровождавшая этот праздник, массовые угощения жителей деревни, действительно в символическом смысле могут рассматриваться как некое свадебное действие, в котором в роли невесты выступала земля, символ женского начала, и орудие земледельческого труда человека, сабан, символ мужского начала, фаллический образ. Символические основы этого праздника также связаны с таинством семейной жизни, акт оплодотворения земли с помощью плуга и крашеных яиц, зарождение новой жизни, это всход Яровых. Сам этот праздник у кряшен проводился в начале недели, в понедельник, и он начинался с утра, когда молодежь собирала и ходила по деревне собирать яйца. Такой же обряд сохранился у татар-мусульман во время проведения сабантуй, он и сейчас практикуется. После сбора яиц начинался праздник, непосредственно связанный с молениями, на площадь, выделенную такой сакральный локус, в котором проводился этот праздник, приходило старшее поколение и устраивались моления. У этих молений были две основные такие символические значения. Это, с одной стороны, моление о хорошем урожае, которую просили у Тенгера, и второе символическое освящение семян ярового хлеба. Моления во время шейлат проводились в такой традиционной форме. Варилась каша, выступал, значит, старейшина в виде жреца, который направлял в сторону востока, одевал какой-то головной убор и совершал это моление. Во время шейлата не допускались кровавые жертвоприношения. Это, пожалуй, единственный такой общезначимый такой кряшенский праздник, в котором отсутствует акт кровавого жертвоприношения. Но это связано, на мой взгляд, с тем, что этот праздник очень тесно связан с культом плодородия, который вот не предусматривал какого-то лишения жизни какого-то существа. С этим, мне кажется, связано. После шейлата проводилось такой символической запашкой земли. Глава семьи с членами семьи отправлялся на тот участок поля, который предназначался ему, и опахивал боронил небольшой участок. В это время сеялся зерно вместе с крашенными яйцами. Это символизировало, чтобы в этом году яйца, то есть был такой ядреный урожай. Также яйца выступают, как я уже говорил, таким символом плодородия. Яйца у многих народов как раз являются символом плодородия. После этого символической запашки земли кряшины спешили обратно в деревню, где совершался вторая часть этого праздника, непосредственно сабантуй. Но этот сабантуй, наверное, не надо говорить, что это за праздник. Он у кряшин был практически таким же, как и у татар-мусульман. То есть это больше такой светского характера. Этот праздник продолжался в течение 1-3 дней. То есть массовые гуляния, гонки лошадей, борьба национальная. То есть там различий особых
у кряшин, у татар, мусульман не было. Вот. Следующий комплекс религиозных праздников аграрного цикла связан с общественными жертвоприношениями, которые проводились, наиболее значимые, проводились 3 раза в год. Это в начале посевного сезона он назывался Сабан Курманы, в середине лета это Биек Курман, и во время до того, как сеялся озимый рожь, это Ужин Курманы. Но само слово «карман» имеет мусульманские корни, то есть это литературная форма этого слова «карбан», то есть один из самых почитаемых мусульманских праздников, который сопровождался караваном жертвоприношений. Некоторые исламские параллели можно видеть и в других аспектах этого праздника у кряшин. В частности, в отличие от других праздников, в 19 начале 20 века моление совершалось не в сторону востока, то есть общепринятого стороны Тенгере и восхода солнца, а на юго-запад, то есть в сторону Кремля, который совершается моление у мусульман. Кроме того, перед этим молением произносить мусульманское предначальное молитва, тоже, по всей видимости, заимствованная мусульман. И сложно сказать, когда такие символические основы из ислама были заимствованы кряшинами. Или это на более ранних периодах, когда кряшины считались, по крайней мере, официально мусульманами, или позже, уже во время культурного взаимодействия с татарами мусульманами. Ну, сам Курман, он совершался на особом выделяемом сакральном локусе, Курман Бураны, специальными старейшинами, которые назывались Курман Аталара. И в этом же обряде принимали участие женщины, Курман Аналара, которые непосредственно варили кашу. Во время этого обряда приносилось в жертву Богу Тенгере крупный или мелкорогатый скот, обязательно красного или белого цвета, то есть черные цвета не допускались, так как это противоречит, это не являлось цветом Тенгере. Черное, с черным окрасом обычно приносилось в жертву или хозяину земли, или более-менее таким локальным хозяевам и духом. А вот именно в аграрном цикле, посвященном Тенгере, черный цвет не допускался. Вот. Из жертвенного мяса варилась каша, которая распределялась между жителями, и это символизировало, как представлять жертву Бога. И она направлена была как раз на предотвращение стихийных бедствий, чтобы был дождь или чтобы хороший урожай в целом. Следующий значимым обрядом аграрного цикла может считаться праздник Чук. Чук, я думаю, что очень знакомый термин. Он был знаком татарам. У меня очень большой доклад. Я буквально тезисно несколько слов скажу о Чуке. Чук это имел два основных таких типа. Это, во-первых, вызов дождя, второй это такой родовой праздник, во время которого благодарили тоже Верховное Божество. Также более локальными имели характер праздники, которые назывались келяб, то есть это языческие молитвы. Слово кель происходит от общеалтайского слова моление. Да? Они тоже распространены. Это есть у чуваш, этот термин менялся у других народов, у казахов есть. Кстати, чук тоже, этот термин применялся у марийцев и, прошу прощения,
и даже у казахов он имел такое общетюркское происхождение, мне кажется. Вот. И все эти комплексы в конечном итоге формировал такую систему аграрных культов, очень развитую, которую можно вот рассматривать, по крайней мере, в первой половине 19 века у Кряшина как такую религиозную систему, законченную, очень регламентированную, и она во многом схожа с чувашским народным представлением. Хотя есть, конечно, определенные разницы логические. Большое спасибо. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу. У нас вопросы есть? Николай Иванович, пожалуйста. Вопрос такой, это вы рассказывали о еврейских обрядах Кряшин. Каких Кряшин взяли в виду? Потому что Кряшины там разные бывают. Да, и я пытался как бы что-то найти общее. То есть я в основном сопоставлял Заказанский, это Мензелинский, Мамадышский и Мензелинский. То есть Заказанский и Заказанский. Я мальтийских не брал, так как там особая ситуация. Да, я их не брал здесь. И еще второй вопрос там такой понятно. связанный. Вот вы говорили, рассказывали о Шиллер. Реально не проследили, где это проявляется. Мы сейчас ареал распространения Шиллера. А Шиллера, сам термин Шиллер, он очень... Не термин, а обряды вообще. Обряды практически у всех Кряшин. Начиная от Мамадышки, заканчивая Мензелинским. Именно Шиллер. Ну, тот же самый праздник... Тогда другой вопрос. За камнем встречается? За камень, да, встречается. Конечно. Они там ходят. Да, по этому поводу есть даже... Мы с вами обсудим потом. Да. У меня вот такой вопрос. Вы сказали, что вместо Бога употребляется термин «ходай». И сказали, что то же самое встречает и в мусульманстве. Да. Вопрос такой. В Коране есть это слово? Нет, конечно, это же манихейский термин. Нет, не совсем манихейский термин. Ну, по крайней мере, считается так. Нет, в Коране я не встречал. Куда перчик? Спасибо. Куда и даже у алтайцев. Так что это нормально. Это у всех тюркских народов это встречается. Оставляем на дискуссии. Большое спасибо. Спасибо. Ага. Хочу слово предоставить Яковлевичу Яковлеву, мастер государственного интернала. Пожалуйста. Добрый день, коллеги, уважаемые гости. Надо мной смеются, почему вот говорят, занесло тебя аж в загробный мир в поисках ментальности и менталитета. Ну, я могу вам просто... Не скромничайте, туда верхний век. Да. Во-первых, стареем, во-вторых, очень интересно православие, христианство, мусульманство предлагает людям в загробной жизни рай. Это сплошной сад, блаженство, чувственное блаженство. Так ведь чувашам 18-19 веков такой рай представляется адом. Ничего не делать целыми днями. Это ад по чувашской ментальности. Вот настолько различные ментальные особенности различных народов, различных культур. И поэтому в чувашской этнографии у нас времени мало, поэтому я очень коротко основные тезисы только. В чувашской этнографии и фольклористике в той или иной степени описана похоронная обрядность. Почти в каждом исследовании авторы попутно останавливаются на представлениях о загробном мире. В то же время представления чувашей о загробном мире еще не были предметом специального анализа. В небольшой работе мы попытались осветить эту проблему с точки зрения этнической ментальности. Представление чувашей о загробном мире было очень своеобразно. Большинство из них, вплоть до массового крещения, не признавало существование ада и рая в христианском смысле. Даже после крещения у чувашей сохранились представления о загробном мире,
находящихся где-то в районе кладбища под землей, писал известный исследователь Петр Владимирович Денисов. Такое оригинальное архаическое представление было зафиксировано венгерским ученым Дюлом Местерошем. Умершие на том свете продолжают жить так же, как на земле. В какой одежде похоронили, в той же одежде ходит, делает ту же работу, пашет, сеет, косит, ухаживает за скотиной и так далее. Богатые и на том свете остаются богатыми, так что, наверное, нет. Бедные – бедными, злой и на том свете злой. На наш взгляд, в этих представлениях четко вырисовываются основные черты чувашской ментальности, так как загробный мир в какой-то мере можно назвать предпочтительным миром жизни после смерти. Итак, чуваши считали привычную жизнь светского общения среди родных и близких в какой-то степени эталоном. Возможно, эта черта в менталитете чувашского этноса является основополагающей. В некоторых исследованиях даже пользуются термином топофилия для обозначения страстной привязанности к родным местам. Современная цивилизация, несущая мощное цунами глобализации и агрессивности, порой бессильна перед этой приверженностью. Люди, всю жизнь прожившие в урбанизированной среде, в мыслях продолжают жить в родном яле. А сейчас, когда в деревнях созданы удовлетворительные условия для проживания, значительная часть людей возвращается под старость на малые родины, чтобы по чувашским обычаям умереть дома. Малая родина и родня до сих пор является источником вдохновения для всей чувашской творческой интеллигенции. Сотни книг, тысячи песен, все об одном и том же. На наш взгляд, такая приверженность к родным местам, родне, традициям в течение многих веков являлась одним из основных способов сохранения самобытности и культуры. Известный этнограф Иванов после тщательного анализа положительных и отрицательных сторон этнической психологии чувашей делает совершенно справедливое обобщение. Невольно возникает вопрос, что как сумела выжить эта культура в самом широком смысле слова. Значит, исторический культурный генофонд чувашей имел достаточно сильную потенцию к развитию, о чем мы сегодня можем только догадываться. И данные обстоятельства внушают оптимизм. Отрицательной стороной мировоззрения и менталитета чувашей, основывающихся на топофилии, является отсутствие выхода на этнический уровень. Ялом все начинается, ялом все и заканчивается, а выхода на этнический уровень нет. Это в самой структуре мировоззрения чувашского. Это, наверное, скорее всего, самый главный недостаток, который и приводит к частичной ассимиляции. Но, в принципе, вы не совсем слушаете тех, кто вот вчера выступал, сегодня выступал, они лукавят многие. Просто чуваши очень критично относятся к себе, к своей культуре, и поэтому очень сильно развиваются. И даже глубоко и высоко вознося народные традиции и обычаи, в то же время у нас есть значительные отличия от финно-угорских соседних народов, допустим, именно по отношению к христианству. В синодальном указе четко прописано, что богослужение на территории Российской Федерации может вестись только на церковно-славянском языке, исключая и русский, но в скобках, за исключением чувашского. Так что с конца XIX века по сегодняшний день чувашский язык является языком богослужения. Есть у нас полный перевод Библии. Сейчас чувашская епархия, она будет значительно отличаться от других епархий тем, что она превращается в митрополию с 3 епархиями внутри. А митрополит Варнава говорит, что в большинстве чувашских церквей по сегодняшний день богослужение ведется на чувашском языке. То есть таковы хитросплетения чувашской культуры, что в данном вопросе лично я, как переводчик Нового Завета на чувашский язык, могу говорить, что чувашский язык в религиозной сфере употребляется весьма и весьма широко, потому что вот позавчера, Бог не даст мне соврать, был телефонный звонок, у меня, как у автора, попросили право издать тиражом, еще дополнительным тиражом 20 тысяч экземпляров чебоксарские протестантские церкви.
на вашем языке Новый Завет. Но я говорю, у нас столько денег нет, договорились где-то на 2-3 тысяч. Так что и по этой сфере тоже есть значительные подвижки вперед. Исследователи, занимающиеся историей чувашского языка, постоянно подчеркивают, что чувашский язык умудрился сохранить в себе самые архаические черты. Кроме того, все исследователи в один голос подчеркивают, что в чувашском языке наблюдается многослойное переплетение инноваций, то есть самые новые явления в чувашском языке тоже фиксируются. То же самое возможно утверждать и относительно всей духовной культуры, включая представление о загробном мире. В своей замечательной работе Геннадий Борисович Матвеев указывает на следующее. Вера в потустороннюю жизнь мировоззрения южных чувашеязычников представляет пеструю смесь старинных традиций и позднего влияния мусульманства. В их картине мира присутствует ад, тамок и рай, шитмах. После больших поминок покойник расстается со своим домом, родственниками и уходит на тот свет Богу, и для этого он должен перейти радугу, Азамат Киберри. Но через нее сможет перейти только честный и добрый человек. Для грешника место в аду. Таким образом, вслед за иудаизмом, исламом и христианством в чувашской картине загробного мира происходит размежевание рая и ада. То есть постепенно начинает утверждаться идея о том, что в загробном мире осуществляется воздаяние за поведение человека в жизни. Следует отметить, что в христианстве и исламе эта идея является важнейшей. Что же касается чувашских представлений о рае и аде, то вопрос о первоисточнике остается открытым. По крайней мере, можно утверждать, что слова, обозначающие в чувашском языке понятие «рай» и «ад», являются дохристианскими. Как справедливо пишет Ольга Николаевна Терентьева, представления о праведности и греховности чувашей неоднородны, поскольку в ходе своего исторического развития они были подвержены влиянию различных культур. Мировоззрение чувашей содержит элементы и зороастризма, и ислама, и христианства. Далее автор отмечает, что Бог представлялся древним чувашам как организующая сила. Для упорядочения повседневной жизни существовали разные обряды и ритуалы. Таким образом, мы с вами можем делать вывод, что чувашский загробный мир, чувашский рай и ад, они, в принципе, восприняли идею воздаяния только в последнее время. А до этого этические вопросы решались обрядами и обычаями сельской общины коллективом, но не Бог. Бог не решал эти вопросы в чувашской культуре. Впервые в истории человечества появляется на исторической арене личность, и тут сваливать всю вину на христианство или на мусульманство, на русских или на татар, это крайне неблагоразумно, потому что смена мировых религий, вытеснение мировыми религиями язычества, это, наверное, закономерный процесс, потому что в язычестве нет личности. Язычество обращается к общине, а современная цивилизация строится на личности. А личностные религии у нас только мировые религии. Вот такова элементарная, простейшая логика. Ну, по этому вопросу это нисколько не умаляет значение народной культуры. Дело в том, что тот критический накал, который мы испытываем, видя, как христианство топчет народную культуру, это ведь во всем мире так происходило, и в Европе, и в России. В России крещение привело к тому, что сама русская культура, она стояла на грани исчезновения. Возьмите современную русскую народную культуру, штольник, и то наполовину православные, масленицы, все остальные праздники ведь христианские. И в русском самом чисто русскими праздниками, хотя на самом деле в Европе их культурная динамика. Они либо выживание, либо вымирание. Если та или иная культура сможет переварить
христианскую культуру, она становится нормальной, личностной, полноценной культурой. Конечно, это не значит, что не надо изучать языческую культуру и так далее, и так далее. Это наше основное богатство, да и никуда она не денется. Христианство в чистом виде ни в одной культуре в мире не встречается. Полминуты еще осталось. Все, да? Полминуты еще. Еще минута. Полминуты. Я еще не успел перейти в загробный мир. Полминуты все у вас. Оставайся здесь, зачем тебе туда? Спасибо Рано вам. еще. Вам хотят вопросы задавать. Ага. Вот у меня вопрос возник. Интересный доклад. Тезисы, конечно, интересные, но вот требует подтверждения, вот, например, в язычестве нет личности, личность есть только христианство. Это надо поддержать, то есть подтвердить. Если это ваше мнение, это одно дело. А может быть, это исследования есть какие-нибудь? Вот. Я знаю, вот подожди, я вопрос не закончил. Дело в том, если литературу русскую смотреть, личности, образы таких личностей появились только в 19 веке. То есть христианский народ и так далее, а личностный, индивидуальный такой подход, образом, появился только в 19 веке. Потому что у ваших не надо говорить сравнивать, только в 20 веке, в начале 20 века. Хорошо, отвечаю. Спасибо большое. Конечно, специально основательной научной литературы по этой теме я сам не встречал. Это именно личные, очень многолетние раздумывания над этим вопросом привели меня к этому. Тем более я читал курсы культурологии вот, в Институте культуры и прекрасно знаю, что впервые в мифологии живой человек появляется только в Месопотамии. По имени Энума Элиш, вместо того, чтобы путешествовать по миру, уже не путешествуют не боги, а 4-й царь города Урука. И вместо царя в мифологии появляются живые люди. Исследователи связывают появление личности именно с этим временем, то есть где-то 3000-3500 лет назад. Далее что происходит? Очень кратко, времени много я не буду брать. Давайте оставим для дискуссии. Да. У нас дискуссия еще будет. Это нет, Пожалуйста. отвечу просто. Ответили, Главная линия идет вот Я так. понял, все. Вавилон, в Вавилоне появляется личность. Чувашский тур должен как личность, бородатый, хоть как Николай Иванович. Тихо, Все. отвечаю. Я снимаю свой вопрос. Тихо. Вопрос снимаю, все. Появляется личность, я для остальных говорю. Не надо, если Появляется вопрос нет, личность. зачем говорить? И теперь дальше идет таким образом. В Вавилон угоняются евреи, и такое личностное восприятие мира от зороастризма переходит в христианство и мусульманство. Ну, это ваша Спасибо. история просто. Вопрос. Может, выдумка. Вопрос, пожалуйста, оставляем для дискуссии. Один такой вопрос. У вас там прозвучало очень интересное положение, что традиционное верование это объединяет общество или сообщество на уровне села, то есть на уровне общины, отдельно взято. Ну, я обладаю материалами, которые имеются, касающиеся конституционной ситуации, скажем, вообще всем народам, которые придерживают традиционные верования, они объединялись для проведения отдельных обрядов, мессианские обряды проводили, а проводили даже общенациональные обряды. То, что, скажем, такие обряды лучше вообще делают меньше, это, наверное, связано с тем, что, скажем, по ряду обстоятельств, и, скажем, мы можем даже не всем материалом обладаем, из-за того, что он недостаточно изучен. То, что, например, вы, если обратитесь к материалам, скажем, Георгия Тимофеева, это Григорий Тимофеев, там он описывает. Но есть косвенные материалы, говорят, что тоже такое объединение происходит. Я понимаю, что природа религии традиционной еще не позволяет там объединять национального, как вы, наверное, хотите утверждать, или я так понял. Но фактически материалы говорят, что он все-таки уже одну идентифицирующую роль играет, традиционные верования играет, и плюс еще и объединяет. Иначе зачем нужно было проводить общенациональное, скажем, вот у юмористов это четко проявляется. Вот не могли бы вы прояснить вашу позицию? Я не совсем понял. Позиция такова, что основной стержень общинности
в основном, даже по исследованиям Салмина и Родионова того же самого, и остальных то же самое, заканчивается на именно деление на свое и чужое, на хамрьял и все остальные. Все остальные могут быть чужими. И татарские деревни, и чувашские деревни, и русские деревни. Вот я имел в виду только это. Деление на свое и чужое. Совершенно очень интересные факты. Но, кроме того, здесь имеется и очень положительный фактор. Если в эту общину попадает не чуваш, он тоже становится. Ну, я извиняюсь, тема несколько иная у меня. Проблема менталитета чувашского и других народов Урала, Поволжья и Старографа. То есть проблема, кто изучал, как изучается до сих пор, в настоящее время. В отечественной гуманитарной науке термин «менталитет» появляется в условиях усиленного поиска учеными достойной замены устаревших понятий марксистско-ленинской методологии. Изучение менталитета осознавалось как освоение в гуманитарных исследованиях нового метода познания. В настоящее время он становится универсальным и стремится совмещать в себе психологические, социально-исторические, философские и культурологические аспекты. Подобный целостный культурно-философский подход ряд ученых называют системно-целостным, а сам менталитет определяется как интегральная и универсальная категория. Системно-целостный подход позволяет определить менталитет как интегральную характеристику духовной жизни этноса, группы этносов, цивилизации, выражающуюся, как утверждают сторонники такого подхода, через совокупность невербальных и нерефлексированных установок, разных стереотипов действий, суждений, оценок, представлений и так далее. Хотя образные представления, возникающие в памяти и воображении человека, традиционно воспроизводились именно вербально-визуальными средствами, прежде всего языковыми. В противном случае описать мы просто не смогли бы. В качестве синонима данного нового термина нами используется словосочетание «традиционное сознание этноса», включая содержание сознания и бессознательное. Уже в первых работах о менталитете в начале 90-х годов XX века российские ученые стали писать о необходимости использования и исследованиях компаративистских методов. Осуждая традиционную компаративистику в виде дихотомического, например, на конференции аграрников было предложено изучать историю и менталитет единства этноспецифического и универсального, суперэтнического. И это означает, что менталитеты конкретного этноса могут быть признаки, относящиеся как к целой группе этносов и цивилизации, так и лишь к данному народу. Это уже вчера мы заметили. Об удмуртах выступают, говорят, вот особенности удмуртов такие, трудолюбие, та-та-та-та-та. А чуваши начинают выступать, вот особенности, и перечисляют то, что совпадает вот эти характеристики. Вначале не удмуртские, не чувашские. Поэтому исследователь менталитета вынужден сравнивать ментальные признаки ряда соседних народов. Без исторического типологии можно выявить и структурировать специфическое содержание менталитета отдельного народа. Например, общинное сознание и вытекающие из него признаки трудолюбия, коллективизм и так далее были важными составными менталитета как русских, так и многих народов России и СНГ. Поэтому весьма субъективное суждение типа, цитата, «менталитет чувашского народа можно определить как топофилию». Петр Яковлевич ушел уже, да? Он говорит, что вот особенность чувашского менталитета – это топофилия. Это ссылаясь, какой-то у нас философ есть, он писал об этом. Топофилия – любовь к месту своего проживания. И это признание, или другая цитата, это признание общего более важного, чем частного. Наряду с такими производными качествами, как доброта, отзывчивость, готовность к самопожертвованию, долготерпение, трудолюбие, отчаянная храбрость и т.п. составляла на протяжении столетий главную особенность русского менталитета и главную черту его национального характера.
Но у меня ссылка есть. В честь автора последней цитаты, во время дискуссии на конференции аграрников он углубил свой тезис и устранил его противоречивость с названием статьи. Бесспорно, что природный климатический фактор одинаково действовал как на русских, так и на другие народы России. То есть вот природа действовала, значит, на русских и так далее, такой характер сложился. Там проживают и другие народы, значит, менталитет одинаков получается. Менталитет народов Урала Поволжья интенсивно стали изучать в конце 90-х годов 20 века. В частности, в городе Уфа по данной проблеме защитили кандидатские диссертации Шарипов, ну здесь все, Шарипова, оказывается. Менталитет башкирского народа изучил диссертант Рахматуллина. В последней диссертационной работе отмечены следующие характерные черты ментальности башкирского народа: свободолюбие, стремление к справедливости, воинственность, скромность, безмятежность и беспечность, стремление к равенству. Главной причиной возникновения вышеперечисленных особенностей менталитета башкирского народа Рахматуллина считает окружающую природу, степная зона, кочевой образ жизни, религиозное воззрение башкир и их самобытность мышления. Без сравнительного анализа с менталитетом других степных и кочевых народов, например, казахов, каракалпаков и других, весьма непросто убедить серьезного читателя, что именно вышеперечисленные черты составляют своеобразный менталитет башкирского народа. То есть опять сопоставление надо. В работе слабо представлен исторический контекст, хотя исследователь признает изменчивость менталитета в различные исторические эпохи. Структуру менталитета образует, как известно, картина мира и кодекс поведения, которые в удмуртоведении стали изучаться значительно раньше и целенаправленнее, чем в этнологии других народов Урала Поволжья. В частности, известный ученый Владыкин в 1994 году издал фундаментальный труд религиозно-мифологической картины удмуртов, а Г. Шкляев вплотную занялся изучением этнической психологии удмуртского народа. В 1998 году под его редакцией вышел сборник статей. Через 5 лет он издал по данной проблеме солидную монографию. Главным достоинством исследования Шкляева является, на наш взгляд, наличие в нем исторической стратификации удмуртской этнической психологии. То есть она прослежена в динамике и тесной связи с внешними геополитическими и внутренними социокультурными факторами. Авторам показаны тесные связи этнической психологии с различными сторонами жизнедеятельности этноса, начиная с прапермской эпохи. Монография ученого успешно прибегает к компаративистским сравнениям и сопоставлениям. Мифологическим и традиционным сознанием марийского народа другой ученый Халиев занялся еще в начале 90-х годов, а в 2003 году издал научную монографию, в которой широко использованы сравнительно-генетические и типологические методы анализа. В ментальности марийского народа позволяет разобраться работа Тойды Бековой «Марийской мифологии», а также коллективное исследование Глухова и Глуховой «Системная реконструкция марийской этнической идентичности». В последнем научном труде авторы особое внимание уделяют образом и символам, а также субэтническому самосознанию этноса. Система чувашских обрядов стала объектом специального изучения еще в 80-е годы XX века, после публикации цикла лекций Ашмарна «Введение в курс чувашской словесности». В частности, автор данной статьи в годы повального отрицания религии и выживания народных обрядов написал, а через 5 лет опубликовал объемную работу по системе языческих обрядов Чувашии. В 90-е годы XX века к вышеназванной проблематике подключился фольклорист-религиовед Антон Кирилл Салмен, который в 1994 году издал серьезный научный труд «Народная обрядность Чувашии», а в 2007 году выпустил его переработанный и углубленный вариант. Особое внимание к систематике привело чувашских ученых к построению единственно верной теории, в кавычках, а также собиранию и раскладыванию по местам исследуемого материала.
К сожалению, в стороне остались проблемы мифологического сознания и бессознательного, этнические картины мира, поведенческие стереотипы, то есть все те аспекты, которые являются для исследователей менталитета главными и основными. Умышленный отказ от достижения чувашских мифологов и обрядоведов, прежде всего универсального ученого Ашмарина, привел современного религоведа к сомнительным реконструкциям и сопоставлениям. В частности, весьма неубедительно приведенные исследователем параллели из чувашской фольк-религии и учения Зороастра, маздаизма. Очень модно у нас сейчас распространенная теория. Этимологические изыскания в области мифологических и обрядовых терминов. Суждение чувашским верованиям присущ дуализм, вера в борьбу доброго и злого начала требует убедительного доказательства. Вот наш предыдущий докладчик Петр Яковлевич тоже об этом говорил, что борьба, значит, доброго и злого начала. Но все-таки требует убедительных доказательств. Ряд фактов указывает на то, что до исламскую эпоху традиционной религии предков Чувашии преобладали обряды неумилостивительного характера, то есть они были подчинены идее равного обменного дарения. Поэтому злой Керемет, возникший, скорее всего, в Золотоордынскую и Казанскую эпохи, представляет из себя трансформированный обряд более раннего Ыра, называется. В любых источниках, где Керемет, другое название Керемет Ыра. А Ыра — это доброе, добро, святое и так далее. Резюмируя вышеизложенную мысль, следует сказать, что для исследователей этнической психологии и менталитета капитальный научный труд по чувашской фольк-религии не стал такой базовой основой, как известная монография удмуртского этнолога Владыкина. В результате проблемы менталитета чувашского этноса до начала нового столетия оставались в стороне от магистральной линии развития отечественной этнологии. В 2004 году аспирантка Чувашского госуниверситета Никитина успешно защитила кандидатскую диссертацию, а через год издала монографию «Чувашский менталитет цивилизационного, регионального, этнического и субэтнического, локального». Относительно менталитета чувашского народа мы можем определить такие уровни: общечеловеческий, насратийский назовем или по-другому, евразийский, турко-ирано-славянский, волгокамский, тюркско-финно-угорский, чувашский. Внутри этноса имеется этнографическая группа вирьял, которую можно назвать субэтносом. Она имеет ярко выраженное своеобразие и выделяемое самосознание, навязанное им анатрем. То есть анатрем называют их вирьялом, сами себя не называют, но они всегда говорят: вот у нас, и даже источники есть, что мы не настоящие чуваши, а самые настоящие чуваши живут в Малыне. Исконно чувашские ментальные качества сохранены, я вот думаю, Николай Иванович, наверное, того же мнения, у средненизовых чувашей, как языковые особенности, культурные особенности у средненизовых чувашей представляют более раннюю форму чувашской культуры, так и здесь, наверное, в менталитете надо искать более раннюю форму менталитета или именно у средненизовых чувашей. Ну, я завершаю этим, у меня есть продолжение, есть общечеловеческий менталитет, тем выражено, цивилизационный менталитет, региональный менталитет Урала Поволжья, этнический менталитет чувашский и субэтнический. Все они есть всегда, но времени не хватает. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Пожалуйста. Я полностью послушал, но все равно понятно стало вопрос такой. Вопрос такой. Предметом изучения какой науки является менталитет? Предметом изучения какой науки является менталитет? А вот я уже зачитал, еще раз повторю.
и культурология, и этнология, и так далее, и так далее. Это я читал уже об этом. То, что хочешь найти. Спасибо. Пропустил ты? Да, спасибо. Но он ушел, потому что вопрос был задан Галиной Артемьевной по поводу греха. На такой вопрос ответ дал еще Магнитский в своем труде. Материал как объяснение старой чувашской веры от 1881 года издания Шилах-Пирги. Там есть такое текстовый и вообще анализ. Ютчин торры дедать, то есть ловит, то есть насылает болезнь Бог чужого человека. То есть Бог в данном случае представляет икона, то есть после принятия православия вот это Ютчин торры, икона может насылать на другого человека болезнь. Вот там как раз пусть она изучает вот этот материал, если она... Ну это тоже... То есть он согрешил перед иконой, например, да? Вот это не грех. В его присутствии может быть... Это не грех, грех. Да, грех. Она же спрашивает, есть у чувашей, вот, сохранилось ли вот? Вопрос я так понял. Вот я хотел ей подсказать. Когда христианство... Да, она же связывается с христианством, да? Вот, поэтому Евгений Кузьмич Львович сказал, что я как не могу. Нет, я поняла, что Галина Аркадьевна спрашивала, а есть ли вообще понятие греха в чувашской культуре, до христианской вообще? Вообще-то христианской? Да. А я так подумал, есть, конечно, есть у нас. Вот после принятия христианства у нас есть материал, даже в 1881 году она зафиксирована, даже вот Магнитский. Просто интересный материал, кстати. Ну, если позволите... Осторожно, книга называется... Да, поэтому сама постановка вопроса, менталитет и чувашская заговорная традиция, она очень обширна. Она, так как находится пока еще на стадии, как бы сказать, моего исследования, так как я готовлю отдельный том «Чувашские заговоры разрушенных земель», и поэтому только в тезисной форме, конечно, за это время невозможно весь материал подать. И надеюсь, когда вот сборник выйдет, материал в научной практической конференции, там будет более полный вариант. Она у меня на 15 страницах. Ну, сразу говорю, что оставляю вопросы историографии данной проблемы, плюс теоретические суждения о менталитете, об этом уже очень много было сказано. Хочу сказать, как чувашское мировоззрение, мировосприятие, я бы назвал чувашское нутро, менталитет, я бы назвал таким термином, хотя Геннадий Алексеевич использовал уже чувашская натура термин о воспоминаниях Ивана Яковлевича Яковлева. А тут можно сказать, что чувашское нутро – это и есть менталитет, наверное. Как отражается заговорные традиции? Ну, прежде всего, да, действительно, тут очень много пунктов, подпунктов. На выступлении на основе анализа национальной заговорной традиции будет сделана попытка раскрыть менталитет чувашей через призму магически-обрядовых и заклинательно-заговорных текстов. Приятно то, что наши соседи действительно и мордовские коллеги, марийские, удмуртские и татарские, они уже давно этими проблемами занимаются, у них уже изданы и монографии, и диссертации, которых, к сожалению, пока еще нет. Только готовится, хотя еще в 1989 году в нашем сборнике Чувашхала Самахата чувашское народное творчество, как бы сказать, издана мини-антология чувашских разоружений земель. Это только часть. И опубликованы работы Виталия Григорьевича Родионова. Вот, уместно привести выдержку Николая Ивановича Ашмарина, который еще не опубликована работа, но в архивном фонде находится. Он писал, что чувашские заговоры отличаются тем, что в них видно влияние мусульманства, христианства и есть ли чисто чувашских традиций. Это изучение вводит нас в истории,
здесь есть как исторические памятники, исторические лица, и, говорит, поэтому они, говорит, нас знакомят с прошлой историей Чувашии и знакомят нас с религией Чувашии. Изучая композиционно-строфическую и интонационно-ритмическую организацию чувашских заговоров, литературы Фальтес Родионов, статьи «Генезис и эволюция речевого стиха», чувашские заговоры делят на 3 группы. Это первое – тексты с простым двучленным параллелизмом, тексты с развитой первой частью параллелизма и тексты молитвообразные. Я почему приведу вот это его высказывание, потому что его мысли созвучно и дает ответ на многие вопросы. Какие вот заговоры возникли первыми, а которые чуть попозже и так далее. Изучая около 180 заговоров, более чем в 10 кустах чувашского населения, из которых у верховых чуваш подвергнуты к анализу 66, низовых 60 и средненизовых до 50 текстов, ученые обнаружили, что большинство чувашских заговорных формул, как у Тури, так и Анатинджи, представлены текстами с развитой первой частью параллелизма. То есть в них преобладают следы эпического повествования. А у низовых же чуваш чаще встречаются молитвообразные заговоры, которые имеют позднее образование, и возникли они в результате тесных контактов низовых чувашей с кипчакоязычными татарами-мусульманами. По глубокому убеждению Родионова, те композиционные блоки заговоров с простым параллелизмом, построены по принципу «когда», «тогда» эпические заговоры, в обрядах могли возникнуть в результате торжества логического мышления, когда опора мироздания укрепится, тогда и здоровье. Часть формулы, то есть блоки строились исключительно по ступенчатому типу, а вторая часть формулы, тогда в вербальный текст вошла, очевидно, по мере изживания стены камлани, то есть превращения шамана в обычного исцелителя. Сопоставительная часть параллелизма заговоров могла образоваться одновременно с развитием обрядов жертвоприношений и сопровождающих их вербальных текстов Келесамагасим. Получаем следующую картину. Эпические заговоры, которые возникли в раннем Средневековье, в одной среде трансформировались в заговор с простым двучленным параллелизмом, а в другой вытеснялись молитвообразными текстами. Иными словами, чувашские заговоры, представляющие эпические тексты или тексты с развитой первой частью параллелизма, возникли раньше, чем остальные формулы. То есть первоначально у предков чувашей в составе вербальных текстов обряда развился ступенчатый тип композиционных блоков заговорно-заклинательной традиции. Затем на уровне всего обрядового комплекса логическим завершением ступенчатости были пространственное, наше чужое и временное, настоящее прошедшее сопоставление. С изменением содержания ряда акциональных текстов обряда их функции начинают выполнять вербальные тексты, в результате чего ступенчатое повествование в композиционных блоках происходило на фоне пространственного или временного сопоставления. В последующем тексты с развитой первой частью параллелизма трансформируются в заговоры с простым двучленным параллелизмом и в другой молитвообразные заговоры. То есть заговорные тексты верховых и средненизовых чувашей по своей композиционно-строфической интонационно-ритмической организации появились намного раньше, нежели у низовых. Основу чувашских заговоров, как и других народов, составляют магические словесные формулы, складывающиеся из акциональных, реальных и вербальных компонентов. Они есть комплекс элементов традиционных форм, ритуал плюс предмет и сопровождающий обряд и ритуал слова, которые произносят именно во время совершения вышеперечисленных действий. Ну, в принципе, тут можно указать, что репертуар чувашской заговорной традиции очень обширен. Тут можно их сгруппировать по разным позициям. Вот большинство ученых, изучающих заговорно-заклинательную поэзию того или иного народа, этноса или региона, придерживаются традиционно установленной классификации функционально-тематической. Данный принцип, как нам кажется, поможет глубже узнать национальные особенности и характер чувашей, так как, являясь на протяжении многих веков народом земледельским и приближенным к земле, они сумели сохранить и передать в текстах заговоров заклинаний не только художественное мышление и поэтическое видение мира, мифологическое восприятие природы и взаимоотношения человека с окружающей его природой, но и практические советы, рекомендации в их повседневной житейской, аграрно-хозяйственной,
промысловой, домоводческой, любовно-колдовской и лечебно-охранительной деятельности. Например, при наступившей болезни юмаш или другое сакральное лицо силой слова и с помощью соответствующих ритуалов и обрядов предметов пытался восстановить нарушенный болезнью мир больного человека. Подобными действиями знахарь, по представлению Чуваши, имитировал акт сотворения мира Творцом. Поэтому постоянные обязательные атрибуты юмжи – сожженный труд, вода или плевок, горсть земли, кусочек хлеба или зола, а также железный предмет, ножницы, веник и другие. Указанные предметы символизировали созданные из хаоса первые элементы космоса, огонь, воду, сушу, как трех космических сфер и мировое дерево, как вертикальная космическая опора. В чувашских заговорах фигурирует дремучий лес или дерево, золотые, серебряный, медный столб с птицей, гора с лягушкой, сундук с яйцом, стол со столбом, лес с белкой и так далее. Там есть и озеро, море, Волга, Сура, солнце, звезды и другие, которые есть не что иное, как образ и модель мира и Вселенной. Есть элементы космического устройства. В принципе, можно много говорить, но я думаю, когда опубликуют, с интересом почитаете. Вот, просто хочу подвести итоги. Заговоры заклинания, являясь частью традиционной духовной культуры чувашского народа, сохранились не только как фольклорный жанр и явление словесного искусства, но и использовались предками чувашей и в хозяйственной бытовой деятельности, и в обрядах магических действий, и в народной медицине, и в других сферах жизнедеятельности этноса. В то же время они хороший источник для изучения народной мифологии, народных верований, мировоззрения и мировосприятия, то есть чувашского мира. Художественные образы чувашских заговоров ищется старуха Ажа-Батман, мифический Аргамак, 77 гор, лесов и оврагов, разнообразные травы и растения, звери и животные встречаются в большом количестве, требуют специальных исследований, так как сущность и значение вышеуказанных персонажей чувашской мифологии до конца еще не раскрыты. Хотя имеются труды Золотницкого, Магийского, они рассказывают о Юмдях, о Ажа-Батман и так далее. Основу чувашских заговорно-заклинательных комплексов составляет магические словесные формулы, складывающиеся из акциональных, реальных и вербальных компонентов. В качестве ритуала таким образом выступают народно-религиозные обрядовые комплексы, предметы, которыми пользуется сакральный персонаж. Они же выполняют и определенную магическую функцию, избавляют или наносят болезнь, привораживают или отвораживают любимого человека, снимают или насылают порчу, предохраняют от несчастья бед в семье, дома и хозяйстве, и же наоборот. А текст слова используют для пояснения действия к ритуалу или заговору заклинательного обряда. Во многих заговорах пояснения и комментарии, то есть описание всего процесса нашептывания, могут и отсутствовать. Это не говорит о том, что указанные компоненты не содержатся в тексте, просто они перенесены в словесную формулу или же в текст. Чувашские заговоры, имеющие четкую структуру, могут быть разнообразными. Как я сказал, выделяются заговоры с простым двухчетным параллелизмом, эпические и молитвообразные, состоящие из вступления, это обращение к мифологическим персонажам, божествам, эпической части, это описание обрядов действий, заклинанием, пожелание, просьбы, приказ сакральной цели и завершение, зааминивание. Ну, по-чувашски они, я сказал, называются «Верюсуру чегизен» или «чегезамагазин», то есть слова языка или язык дуновения, плевания, «Чегезамагазин». Но они соответствуют в русском фольклоре заговорам и наговорам. Еще. В чувашских заговорах постоянно встречается образ такой Ажа-Батман. Или в некоторых местах без слова, каржик или старик, улданжовый старик, золотозубый старик или золотозубая старушка. Есть несколько мнений, вот как вы считаете? Одни считают, начиная, наверное, от Ашмарина, Николай Иванович тоже убежден в этом, я тоже, наверное, что с татарском фольклоре есть тоже образ такой. Фатима? Нет, Айша Фатима у них, полная, Айша Фатима. Некоторые сводят к тому, что чувашская, вот первая часть Ажа, это от зороастрийского Ажа, какой-то там образ есть, вот,
хотят или пытаются свести к этому зороастризму. Как ваше мнение на это? Я думаю, на данный вопрос я отвечу потом, пока я не готов. Но я думаю, это не то, это другое. Я согласен с мнением Егорова, который в 1895 году опубликовал в газете «Волжский вестник» статью «Чувашские заговоры». Он думает, что заговор это два варианта. Можно и так. Заговор это коварлажо. Нет, слова разрешает. Он думает, что Ажа Патман это какой-то мифический герой. Образ. Которому якобы Бог дал власть над всеми земными и некоторую часть той власти, чтобы напрямую выйти, обратиться к Верховному Богу. И господствовать над темными силами. Надо изучать. Я же говорю, это у меня часть пока только на стадии исследования. Но спасибо за вопрос. Я думаю, данный вопрос будет дан ответ на данный вопрос. Только заговор это встречается. Аждага это такое. Это у нас тоже Аждага есть. Если вопросов больше нет, дальше у нас по программе выступать должна Евгения Валерьевна. Моя тема – застольный этикет Чувашии, фокус и их видение мира, традиции и инновации. Заявленная тема выступления предусматривает рассмотрение застольного этикета Чувашии, фокус и их видение мира. Этикет – это слово французского происхождения, означает совокупность норм и правил, предлагающих оптимальные модели поведения в конкретных ситуациях общения, касающиеся внешнего проявления межличностных взаимоотношений. Соответственно, застольный этикет – это нормы поведения с гостями, правила поведения за столом, а также правила приглашения, угощения гостей, провода гостей. Застольный этикет связан с менталитетом. Видение мира в застольном этикете чувашского народа проявляется в уважении старшего поколения, послушании молодежи, детьми и взрослых, соблюдении правил поведения во время трапезы и многое другое. В выступлении мы коснемся следующих категорий застольного этикета. Это повседневный застольный этикет, гостевой или оказиональный и праздничный этикет. Этикет во многом связан с интерьером чувашской избы, который, как мы знаем, отражает ментальность народа. Также восприятие человеком самого себя, своего места и значения в пространстве, времени и обществе. Так, изба была разделена на части. От столба Уша-Юпи или Ул-Чайпи, который находился в центре избы у печи, ее внутреннее пространство разделялось на правую мужскую и левую женскую. У Чуваши передний угол назывался коригер, там стоял стол, отсюда сидеть за столом с яствами означало быть на почетном месте. А Тебель, правая сторона входа, часть избы перед печкой, она являлась женской. И в большинстве случаев пришедшему в дом человеку предлагали пройти в Тебелеле. Для сравнения могу сказать, что у русских это также называется красный угол, мужская часть, и угол с печью бабий кут, женская сторона. Теперь перейдем непосредственно к повседневной трапезе. Считается, что семья – это маленькое государство в государстве. Здесь царят свои законы и правила. Мужчина в народной традиции – хозяин, хранитель имени и обладатель всех прав, воплощение положительного начала. Женщина – продолжительница рода, хранительница очага. Глава дома руководил не только всем происходящим в жизни семьи, но и являлся духовным вожаком. Мать выступала как важное звено в преемственности ритуально-обрядовой жизни этноса. В гостеприимстве Чуваши прослеживается стремление передать молодым поколениям уважительного и обходительного отношения к домочадцам и гостям. Чтобы сформировать вежливость, доброту, щедрость, уважение со стороны детей, чуваши начинали их воспитывать с самого раннего возраста. Поэтому система воспитания детей наряду с физическим развитием, постоянной заботой о здоровье подрастающего поколения, передачей трудовых и хозяйственных навыков включала также обязательное соблюдение норм поведения, обучение самостоятельности.
Вековые традиции почтительного отношения к старшим, родственникам и гостям дети поэтому усваивали в обыденной и праздничной обстановке. Вот что писал по этому поводу Охотников, а именно по поводу рассаживания за столом. Дедушка, как глава семьи, помещался на стуле. Мы все остальные садились на лавку, начиная с отца. Рядом с ним место занимал я, потом брат и дальше работники и посторонние лица, когда случалось. Таким образом, хозяин дома имел строго определенное место за столом. Обычно он сидел в большом углу на стуле под иконами. Но на это место в основном никто не садился. А статус хозяина, сидящего за столом на знаковом месте, определял некоторые правила застольного этикета. К примеру, нельзя было выходить из-за стола раньше, чем это сделает хозяин. Дети должны были беспрекословно подчиняться указаниям отца и так далее, и так далее. Далее Охотников отмечал, за столом хлеб резал глава семьи, отец. Горбушку оставлял себе, а первый кусок за горбушку, так называемый у чувашей плясовой локоть, доставался мне, и так далее. Была еще и такая особенность. Краюху хлеба должен был есть самый младший сын в семье, так как он наследник и должен был остаться хозяином дома после отца. Тут прослеживается полувозрастная дифференциация как в отношении рассаживания за столом, так и получения куска хлеба в данном случае. В современном обществе в связи со сменой мировоззрения эти традиции почти не наблюдаются. Нет такой жесткой иерархии рассаживания, хотя у каждого члена семьи есть излюбленное место за столом. Сервировкой стола в основном занимается женщина, как и раньше, куда входит не только раскладывание и подача еды, но и срезание хлеба. Если это раньше делал мужчина, то это сейчас делает женщина, а также деление мяса и другое. За столом, как и раньше, не принято разговаривать. У чувашей также действует пословица «когда я ем, я глух и нем». Возможно, в некоторых семьях также существует наказание за непослушание детей. Ну, я так думаю, ложкой по лбу сейчас уже не бьют. Ну, может, и есть в каких-то семьях. Да, и нельзя ногами трясти. У нас говорили, мама умрет, поэтому такие правила поведения до сих пор есть. Говоря о гостевом этикете, нужно отметить, что гостеприимство веками вырабатывалось и отшлифовывалось. Правила гостеприимства веками вырабатывались и отшлифовывались. Конкретные правила о том, как приглашать гостя, как вести хозяину и как вести пришедшему, чтобы обе стороны получили взаимное удовлетворение от общения. Приглашение – это ритуальное этикетное действие, предваряющее обряды жизненного цикла, семейные торжества, церковные праздники, являющиеся составной частью жизни семьи и общества. Для совершения обряда и на праздники выбирались и приглашались определенные лица, учитывалось их родство и социальная иерархия, близость, дальность, а также пол и возраст. А гости делились на несколько категорий – специально приглашенные, неожиданные, гости, которые могли прийти без приглашения. Это в основном соседи или односельчане. Приглашенных гостей встречали торжественно. Визит нежданных случайных гостей был непродолжительным, но все же чуваши стремились встретить их по всем правилам гостеприимства. Обязательно приглашали за стол и говорили: «Аббат Шемигель, милости просим с нами пообедать». Если даже гость отказывался, его настойчиво приглашали за стол. Шагардан аслыпу магушман, быть старше хлеба не велено. Гостевой этикет состоит из следующих частей: созыв гостей, встречу, угощение и проводы. Изучая литературу, я наткнулась на следующее, что, собирая на праздник, в некоторых случаях не указывалось точного времени начала застолья. Иногда говорилось, что сегодня или завтра начинается пир. У чуваши также существовали специальные пригласительные тексты. Например, «Кильцы ураз терамжа, хаур бурса курмастерда, керти щитра часа хельбаре, а те сарайшмешкан гумаладера». Вот решил навестить, сами-то к нам не приходите, и осень наступила, скоро зима наступает. Отец просил вас прийти к нам в гости, или буквально пиво пить, к нам прийти пиво пить. В указанный день гости начинали прибывать в званый дом, где их встречали у ворот. В основном это делали мужчины, либо взрослые дети. Иногда, очень редко женщины, иногда и дети поменьше.
После встречи гостей начиналось основное действие – угощение. В любые праздники чуваши стремились приготовить как можно более разнообразный набор блюд, а также готовили много пива. Почетных гостей они почивали самыми лучшими кушаньями. К тому же по количеству обедов, которые давала семья, судили о зажиточности хозяев. Для застолья избирался кереге пужа или печке бушлаган, починатель бочки, это подобие современной тамады, который следил за тем, чтобы у всех были полные ковши, а также он молился и являлся запевалой песен. Рассаживались за столом по правилам застольного этикета. Хозяин с хозяйкой усаживались на почетном месте, жена обязательно садилась по левую руку гости, мужчины по правую, женщины по левую руку хозяина. Ближние родственники ближе к хозяину, дальние почти у двери, то есть дальше всех. А также трапезный стол разделялся на мужскую и женскую. Хозяйка угощала пивом женщин, а хозяин мужскую часть стола. При угощении обязательно говорилось «Став за нас, за свое здоровье». В конце застолья, по традиции, гости, чтобы отблагодарить хозяев, сажали их за стол, давали по ковшу пива и пели благодарственные песни. А при этом гостей угощали кашей, наливали шулгурки на пасашок, который по традиции не допивался до дна. По чувашскому этикету это означало, что гость еще не совсем пьяный, ему не следует уходить. И отправляясь домой, конечно же, гости приглашали к себе в гости. Хонаишки хирихирыш, то есть взаимное пиршество, застолье и гостевание. Гостевая этикетная ситуация, в общем, состоит, как мы уже увидели, созыв гостей, встречи, угощения. И в каждом из них выделяется особое поведение гостей и хозяев. Ведь застолье – это общение, общение – это поддержание связи между родственниками и обществом. Как встретишь гостей, так и они тебя в следующий раз встретят. Традиции приглашения, угощения и проводов сохранились до наших дней. Как и раньше, на застолье приглашаются родственники, сельчане. Правда, пригласительные тексты, возможно, в большинстве случаев уже не произносятся. Встречи гостей не всегда происходят у ворот, но это иногда наблюдается. Угощают обильно, особенно на больших праздниках. Традиции проводов гостей почти не изменились. Ставится каша, наливается шулгурки, и гостей провожают до ворот. Праздничные застолья – это семейно-общественные календарные застолья. И в каждом отдельно взятом празднике этикет играл немаловажную роль. По чувашскому обычаю праздновать праздники и проводить обряды нужно было по строгим правилам. Например, семейные именоречения – это важнейший антропогонический акт, придающий новорожденному статус человека. То есть его нужно было проводить обязательно, чтобы ребенок стал частью семьи и общества. Молитвы и вкушение сыра и хлеба являлись неотъемлемой частью обряда. До сих пор люди старшего возраста после крещения ребенка говорят «шиншут некяча», то есть вошел в число людей или стал человеком. Такие гостевые, застольный этикет и гостевые правила наблюдаются и в других праздниках, семейно-общественных праздниках, например, и на проводах парней на службу, на свадебных, во время свадебных обрядов, а также поминальное застолье также происходит по нормам этикета. В общем, хочу сказать, что застольный этикет – это неотъемлемая часть традиционной культуры народа. Оно претерпевает изменения, трансформируется. Однако сохраняются положения, которые касаются поведения гостей и хозяина. Так, как я уже отмечала, в повседневной трапезе до наших дней сохранился обычай перекрещиваться и благодарить Бога за еду. Это особенно наблюдается среди старшего поколения. За столом неприлично много разговаривать, болтать ногами. Хотя гостевой этикет и праздничные трапезы трансформировались, но основные аспекты сохраняются. К примеру, в углу под иконами сажают почетных гостей. В некоторых случаях еще сохраняется отдельное рассаживание мужчин и женщин за одним столом, либо отдельное угощение. Вот это наблюдается во время поминальной трапезы. Застольный этикет и нормы поведения особенно проявляются и сохраняются в семейной обрядности.
ну, раздача хлеба и сыра во время именоречения, встреча молодожен у порога с хлебом, солью и так далее. Застольный этикет сохраняется, но претерпевает изменения в связи с влиянием не только изменений мировоззрения чувашей, но и влиянием других культур. Пожалуйста, вопросы? Застольный. Вот традиционно вы назвали уже, что значит, садились за стол и в гостях, и хозяева тоже, значит, обязательно мужская половина есть и женская половина. И традиционно так было. Вы не считаете, что когда-то, если вот реконструировать, когда-то не один стол был, а 2 стола, то есть это сейчас ставится от мужской части, понимаете? А раньше было 2 стола. Один стол, значит, был в женской части, а другой стол в мужской части. Не предполагаете вот такой возможность? Ну, возможно, и было, наверное, только я не встречала. Это уже мусульманские традиции, видите? Я буду иметь в виду и... Если так, действительно, надо изучать. Буду иметь в виду. Спасибо за вопрос. Будем изучать. Я не сначала слушал, но с другими национальными традициями, скажем, с татарской, вы не сравнивали? Я пока еще не сравнивала. Ну, литература есть, источники у вас? Литература есть, да. Ну, по татарам я могу подсказать, если... Спасибо. Спасибо. Оксана Вениаминовна Егорова, Чувашский государственный. Тема моего сообщения – восприятие жизни и смерти в традиционном чувашском обществе. Чуваши по различным приметам, сновидениям определяли живучесть ребенка, продолжительность его жизни. Ряд предписаний обрядов имели целью предупреждения смерти ребенка. Их очень-очень много, но некоторые из них. До рождения, например, нельзя говорить, что родила, запрещали готовить до рождения вещи для ребенка и колыбель. Сразу после рождения некоторые чуваши прокалывали левое ухо, чтобы потом прибегали к подставным именам. То есть такого рода обрядов очень много. Родители, стремясь не потерять очередного ребенка и стараясь вырастить его здоровым, прибегали к разным обрядам действиям. Можно усмотреть в этом обманывающие магические действия. Многие действия были направлены на заблуждение нечистой силы, которая могла бы принять ребенка за человека. Обрядов, направленных на сохранение жизни ребенка, очень много, и некоторые из них имели локальный характер, поскольку нигде не встречались. Отчаянные матери, по всей видимости, совершали некоторые магические обряды не по предписанию, а так, как самим хотелось. При этом они замечали, что после совершения дети выздоравливали и свой опыт повторяли в следующий раз и передавали. Особо дороги были родителям первенцы. Считалось, что если перворожденный умрет, то потянет за собой всех остальных рождающихся. Поэтому родители делали все, чтобы сохранить жизнь первенцов. В начале 20 века Россия характеризовалась в целом крайне высокой смертностью детей до 1 года, то есть младенческой смертностью. В 20 веке уровень младенческой смертности в России уже снизился почти в 20 раз. Изменилась и ее доля в уровне общей смертности, что явилось одной из основных причин высокого уровня смертности в стране в целом. В автобиографиях, которые находятся в фонде, хранящиеся в фонде Никольского, а также в рассказах информантов, приведены факты, подтверждающие высокий уровень смертности. Из 12 детей 6 выжили, остальные умерли. Либо старшие 2 брата померли, чуть сильнее. За десятилетие с 1843 по 1853 среди чувашского населения, Чебоксарского и Ядринского уездов, на каждые 100 человек, родившихся, приходилось 78 умерших. Один из наблюдательных офицеров Генерального штаба рассчитал, из числа умирающих детей моложе 1 года составляет почти половину всего числа умирающих, а дети от 1 до 5 лет – 1/5 часть. По утверждению Миронова была какая-то адская машина. Дети рождались, чтобы умереть, и чем больше рождалось детей, тем больше умирало. И чем больше умирало, тем больше рождалось. С начала 20 века у чувашей наблюдается постепенный спад детской смертности. Уже в 1913 году из 1000 родившихся, не достигнув 1 года, умерло 370 детей. Смертность детей во многом зависела от ухода за детьми. Родители старались уберечь детей от возможных
несчастных случаев, но тем не менее иногда и по неосторожности родителей и членов семьи такие вещи наблюдаются. Либо отравление, такие факты находим, либо во время праздников каких-либо несчастные случаи происходили, хотя детей старались не брать в гости для того, чтобы избежать и заражения инфекцией, и несчастных случаев. В силу занятости взрослых дети не всегда были в центре внимания и не находились под особой опекой. Религиозное мировоззрение, как способ миропонимания, формировало относительно спокойное отношение к детской смертности. Сами информанты вспоминали, что смерть детей мало беспокоит их. Они на это смотрят довольно равнодушно и обыкновенно говорят так: Богу угодно. При болезнях детей родители не всегда обращались за медицинской помощью. Видимо, не всегда жалели маленьких или не всегда верили в медицину. Болезни детей многие чуваши объясняли воздействием как чисто материалистических, физических сил, так и злых духов. Смерть ребенка наряду со смертью старика воспринималась как наиболее естественное и закономерное событие, знак неприятия, отправления назад, возвращения к Богу. Ребенок еще недалек от небытия, от смерти, и последний еще вправе распорядиться им. Весь цикл магических приемов и методов лечения был направлен на сохранение жизни детей. Трудно согласиться с мнением врачей, современников, которые утверждали, что женщины-матери были невежественны, бескультурны. Так, например, американский исследователь Ранцель подчеркивал, что это было подтверждением личной заботы матери о своих детях, решением поместить ближе к Богу и возложить ответственность на Него, на силы, превосходящие их собственные. Оставалась открытой возможность переместить ребенка из того промежуточного положения как к Богу, так и назад к жизни. Народная медицина и народные категории мышления скорее чем городская медицина приспособилась к этому понятию промежуточного статуса даже в том, что касалось методов лечения. Степень заботы о детях зависела от ритма сезонных работ. Когда матери были заняты на летних полевых работах, ослаблялось внимание к малолетним детям. Большая распространенность инфекционных заболеваний летом приводила к более высокой детской заболеваемости, чем в другие времена года. Другими словами, матери-крестьянки несли ответственность за общее благосостояние всей семьи, что было на порядок выше. Другое отношение наблюдалось к слабым, больным детям. Повторяюсь, Ранцель указывает, что, считая таких детей неспособными к выживанию, не уделялось столько заботы, как здоровым детям. Женщины мысленно причисляли ребенка к отдельной категории и понимали, что концептуальное пространство их лежит за пределами ответственности родителей. Порой смерть, то есть животного, коровы, она больше оплакивалась, чем, например, смерть ребенка. Несмотря на множество обрядов, направленных на сохранение жизни ребенка, дети умирали. И даже случаются такие факты, что с похоронами маленьких детей торопились, даже не выдерживали 3 дня. Так, например, одна из информаток отмечает, что свекровь решила сразу похоронить ребенка, поскольку умер он накануне праздника. На праздник должны были прибыть гости. Мать мертворожденного ребенка очень переживала, поскольку казалось, что младенец не умер, что он может еще и выжить. По представлению чуваши, загробный мир строг патриархален. Все покойники повиновались начальнику или главе кладбища. И этим главой кладбища являлась душа старика, который был первым похоронен на кладбище. Дети находились под присмотром старших. Покойники имели общение с внешним миром, в особенности со своими живыми родственниками, и оказывали влияние на их жизнь. В течение 40 дней после смерти душа человека, так же как и ребенка, посещала родной дом. В самых разнообразных рассказах о душе и загробной жизни получила фантастическое отражение земная жизнь. По представлениям чуваши, душа приходила в свой дом и в последующие дни, особенно тогда, когда родственники долгое время не устраивали поминовения по усопшему. В таких случаях душа покойника приходила в дом, напоминала о себе, причиняя родственникам боль, вызывала болезни в семье. По верованию чувашей, со смертью человека душа подвергалась превращению, трансформировалась в иное состояние, принимала другую форму.
И, как правило, эти души возвращались либо в виде белой бабочки, либо кукушки, либо какого-либо другого, в общем-то, птицы. При рождении ребенка душа, пребывающая в ином мире, вновь переходила границу миров и вновь, пройдя превращение, трансформировалась в нового жителя. И так до бесконечности. Исключение составляли только души брошенных детей, которые не могли пройти заданный круговорот своей жизни. Чтобы круг замкнулся, жизненное начало должно было попасть в верхний мир, а оттуда уже его получали люди, которые санкционировали рождение на земле. Таким образом, в религиозных представлениях чувашей значительное место занимает вера в загробный мир, который воспринимался как продолжение земной жизни. Душа – определенная субстанция жизненного начала, основа существования человека. Смерть и рождение ребенка являлись границами пересечения этих двух миров – реального и воображаемого. Все. Спасибо. Спасибо за внимание. Так, вопросы? Вот, зачастую, когда встречаюсь со старшими людьми, которые носят чувашские имена, Юман, Чегесь, я всегда спрашиваю, сколько у вас умерло до вас? То есть вот с целью сохранения жизни ребенка чуваши давали чувашское имя. Что это такое? Это отказ от христианства, переход? Нет, это и вы изучали как обряд сохранения жизни ребенка? Это еще до христианства было, а потом оно... Сегодня эти люди еще есть, но им уже где-то под 70 и за 70. Моложе уже даже я не встречаю. Но бывают случаи, когда они умирали, а чтобы, вот если в других семьях умирают, вот одна девочка родилась, допустим, в семье был случай такой у нас, одна девочка родилась, ее назвали Чегеш, и в деревне все ее зовут Чегеш-Апан. То есть родители, вот все перед ней, значит, были мальчики, чтобы сохранить жизнь этой девочки, вот они уже сразу назвали ее, хотя в семье и не умирали дети. Даже такие случаи. Но это сохранение, то есть это дохристианское еще. Вот у меня несколько таких случаев, но ни разу после этого ребенок не умирал. То есть вот до него умирали 1, 2, 3, 4. У моей бабушки 4 умерло, пока она не выдержала и назвала Юман. Иван Иванович, знаешь, да? А вот были ли случаи, когда вот назвали ребенка таким именем чувашским, и он умирал? Честно говоря, не знаю. Вот такого случая ни одного не припоминаю. То есть не знаете, что такой случай. Были, но я не знаю. Изнутри, значит, подсознание, да? Что-то есть такое, что люди, такие дети не умирают. 100%. Слишком ответственное заявление, надо изучить. Нет, надо изучать. Я не знаю, я не встречал. Что, коллеги, выходим на финишную прямую. Остается еще у нас Ирина Витальевна Никифорова, пожалуйста, Чувашский государственный институт гуманитарных наук. Готовится Елена Юрьевна. Да. И готовим предложение. Уважаемые коллеги, уважаемые гости, тема моего доклада звучит «Литературные тексты как выражение национального менталитета. Взгляд на чувашскую литературу второй половины XX века». Наша работа – это первоначальное приближение к теме, общий обзор литературы второй половины XX века, а именно некоторых текстов, в которых различные особенности национального менталитета нашли наиболее яркое выражение. Произведение художественной литературы отражает картину мира, менталитет той или иной нации, запечатлевая его в образах, символах, мотивах и других структурных единицах. Следовательно, художественные тексты могут интерпретироваться как источник знания о национальном менталитете. Я отношу теоретические моменты непосредственно к творчеству писателей. Одним из наиболее ярких выражений национального менталитета в этот период и вообще во всей чувашской литературе явилось творчество Петра Хузангая. Еще в начале своего творчества Петр Хузангай в стихотворении «Малала Хапурнаш Малала» «Все вперед, жизнь моя, все вперед» определяет для себя основную цель своей жизни. И «Пердак чуваши отнешек леши». Я думаю, все знают чувашский язык, я не буду уже на русский переводить. То, что он чуваш, мы чуваши, потом мне дали имя чуваш, мой чуваш, сам чуваш, я сын чувашский, останется стержнем его творчества на всю оставшуюся жизнь. В цикле «Песни Тильви» написан он в первой половине, но имеет очень такое значение
в творчестве поэта выражены многие моменты национальной философии. Он здесь осмысливает такие понятия, как Михель, Эльчель и так далее. Именно Петер Бузангай в свое время бросил клич «Чувашсем Чумырданер». Он считал, что народ чувашский мыслитель и художник, жизненную позицию, которую во многом определяет Абдраманов. Есть у него роман «Сифах», Абдраман Тавра, 1955 год. Чувашское восприятие природы было натур философично, об этом уже говорилось сегодня. Рассматривание окружающего мира в целостности, как единство природы, общества и личности, характерное для древних чувашских мифологических и религиозных представлений, свойственно и для творческой индивидуальности Юрия Скворцова. В качестве метаязыка при описании национального, именно категории национального, Георгий Гачев предлагает использовать древний натурфилософский язык 4 стихий: земля, воздух, огонь, вода. В чувашской национальной картине мира основными стихиями, по-видимому, являются земля и вода, потому что недаром Родина, самое дорогое для человека место, состоит именно из этих двух слов – «щер» и «шил». Они также соотносятся с понятиями женского и мужского начала. «Щер» – «ане», «шил» – «адал», «Волга», главная река, «оте». По-видимому, эти стихии во многом определяют и характер, и самосознание чуваша. Возможно, попытка объединить эти две стихии в сознании как единое целое является еще одной причиной двойственности мировосприятия чувашского человека. Предполагаем, что одной из отличительных черт чуваши является двойственность. Она имеет точки соприкосновения с понятием амбивалентность в плане одновременного наличия противоположных свойств. Термин рабочий, сама по себе двойственность, конечно, она свойственна, характерна для многих народов, но в нашем случае речь идет о возможном потенциальном переходе какой-либо черты в свою противоположность при определенных условиях. В обычных условиях противоположные черты как бы мирно сосуществуют, то есть характерен некий срединный путь. К примеру, смиренность в некоторых моментах у представителей этого народа может быстро перейти в бунт. Типшар, необъяснимые изменения суицидальной попытки, видимо, обусловлено именно этим обстоятельством. Тюзимзем бцен, чувашка ради, Петр Якузин поэт. То есть эта особенность определяет во многом и характер чувашского человека. Такая черта может быть обусловлена отчасти влиянием разных культур на разных этапах истории, но возможно, что оно было характерно прежде всего для собственной чувашской народной традиции, которая вырабатывалась в результате постоянного стремления и необходимости примирять противоположные качества. Основной тип героев Скворцова, который формировался, скорее всего, под влиянием этой двойственности, мы определяем как средний человек. У них богатый внутренний мир, большой жизненный потенциал, но из-за различных сдерживающих факторов они не могут сполна реализовать свои возможности. В поэзии эту особенность четко выразил Петер Эйзен в стихотворении «Вода Мизентюрезим», 1969 год. Статус среднего человека для чувашского самосознания является больше отрицательным, чем положительным продолжением стремления чуваша к компромиссу, попыток найти золотую середину. Национальный менталитет накладывает отпечаток на поэтику произведения, в первую очередь на стиль повествования. Стиль Скворцова отличает неторопливость изложения, что характерно вообще для многих писателей, начиная от Ивана Юркина, но в нем подчас таится взрывная сила. Возможно, потому в чувашской литературе не получили широкое распространение детективные, приключенческие, фантастические жанры, которые требуют больше смены событий и меньше описания. Геннадий Агиев, чуваш, вошедший в контекст мировой литературы. Вопрос соотношения национального и европейского его творчества сложный. Тем не менее, творчество, особенно раннее и чувашские стихи, нельзя понять в отрыве от его корней. Первоосновой его поэзии является чувашский язык, как некая первичная категория. Народ начинается для него с его малой родины, он же является его учителем. Хам времени камран, ялдышран, анджабунра, полноманом путем халах. Даже мысль о близком человеке рождает у поэта ассоциацию с шуршанием листьев по-чувашски. В сознании или подсознании поэта живет и гимн Пахаря, наших предков Алрангай Мияги Сухи. В этой песне выражается душа чуваша, его печаль, его судьба. Она доносит до нас волю вечности, незримую, но ощущаемую связь с нашими прародителями. Щербюень Сарчизен, апостол Ла, сама Вайтман Шеребе.
Борис Чиндаков изучил технику слова с самых разных школ и направлений, но основу его творчества подпитывают глубинные истоки национального духа. В каждом его произведении, ну и не только в художественных произведениях, а в публицистике, чувствуется боль и за судьбу своего народа, и за отдельную личность, представляющую этот народ. «Пасхальное яйцо», «Отель Чуваши» и так далее. В прозе и драматургии Чиндакова произошла экстериализация многих существенных составляющих чувашского мира. Драма «Шадангарда Жинджигураху Начеры», получившая высокую оценку на самых разных уровнях, выражение народного понимания смысла человеческого существования, размышления о духовном взаимодействии между миром живых и миром мертвых. Об этом сегодня уже много говорилось. Трагедия «Уразмить», осмысление истории чувашского народа, легенда об Уразмите, предавшем свой народ, когда он получил власть из рук угнетателей, приобретает общечеловеческий характер. Рассказ «Возвращение хана», написанный на русском языке, это своеобразная деконструкция современной общественно-политической ситуации в республике национального характера. Место действия – Ерская республика, события и лица, параллели реальной жизни. В творчестве Владимира Степанова кульминационным моментом в осмыслении категории национального явился целый жанр романа этно-фэнтези. Кстати, вот до сих пор у нас это всего лишь один пример в нашей литературе. Он пытается понять загадку своего народа, его духа, реконструируя древние мифологические пласты и древнюю его историю с сегодняшней точки зрения. Пихамбар Витте. Особый интерес представляет цикл повестей Георгия Федорова «О мой бедный полевой заяц». Это прямой перевод, литературный, у нас колесница одна. Определяемый автором как метафорический эскиз и потенциально тяготеющий к роману. В тексте Федорова наиважнейшую роль играет принцип интертекстуальности. Название эскиза вызывает ассоциацию со стихотворением Григория Филиппова «Жизнь бедняка, что жизнь зайца в поле». Чулунчин Борныши, Хиртин Лукач Борныши. Сравнению с зайцем и жизнью зайца в чувашской литературе и, наверное, в сознании чувашей складывается как традиция или как общее место. Федорова интересует прежде всего тип личности, находящийся в состоянии межсостояния. Для него оно всегда трагедия. По всей видимости, вот это состояние и определяется чувашами как хирмугаджи. Проза, поэзия, публицистика, научная деятельность Михаила Сундала, Сары Миши, Михаил Павлович Желтов — это целостное явление, ищущее ответы на чувашские вопросы или думая о чувашском. В них он размышляет о загадке чувашской души, его характере, ценностях национальных и общечеловеческих. В частности, можно выделить его философские сказки, в которых он обращается к чувашской истории, к судьбе народа и интерпретирует, реконструирует смысл известных пословиц и поговорок. Например, «Чувашка цветет» и так далее. Поэзия Валерия Тургая конца XX века – это пафосная декларация о настроении и идее молодого чувашского общества в перестроечную эпоху. Тургай отразил веру чувашара Арзен Битменьха, Пурнат-Прага, надежду, удом Гущенотом, Чуваш-Тоби, Пигель и сомнения, Щиремежемер Веженджи Хурлахла Чуваш-Хюхледа, печаль поочередно охватывавшая общество в тот период. В романе «Уби Качман Черменджин», это уже начало 21 века, Юрия Сана очерчен новый тип положительного национального героя, способного повести свой народ в светлое будущее. Кстати, это первое проявление такого героя в нашей литературе. Таким образом, в литературе отпечатывается оригинальный менталитет как отдельного человека, так и менталитет всего народа, представителем которого является данная личность. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Нет вопросов. Молодец. Ну, как сказать, у нас много. Здравствуйте, добрый день. Тема моего доклада – поэтическое творчество Алексея Воробьева в зеркале чувашского менталитета, или менталитета чувашского народа. Для начала хочется отметить, что за последние 2 десятка лет в российской науке появилось немало работ, в которых постижение нравственно-этических, философских и психологических аспектов художественного произведения или творчества автора сопрягается с установлением их национальной специфики. Такие подобные работы появились и в нашем чувашском литературоведении. Свидетельством тому является и предыдущий доклад. Творчество отдельного художника
изучение творчества художника в контексте национально-культурных традиций, в связи с менталитетом народа. Такие работы осуществлялись у нас в последние годы по отношению к творчеству, например, Константина Иванова и его произведению «Нарспи», Михаила Федорова, Аржури Леший, по отношению к творчествам Михаила Сеспеля и Геннадия Айги, творчеству Юрия Скворцова. Конечно же, многое предстоит сделать в этой области и обобщить, осмыслить в плане теоретическом, методологическом и в плане привлечения новых имен в подобных работах. Мысль о произрастании творческой индивидуальности из национально-культурной действительности весьма реалистична по отношению к чувашскому поэту Алексею Воробьеву. Без преувеличения можно сказать, что имя этого художника для истинных знатоков его поэтического творчества находится в одном ряду с сильнейшими творцами, наследие которых несут художественно-философский потенциал национальной культуры, впитавшие исконные этико-философские и эстетические представления народа. Имя этого поэта стало известно читателю в конце 50-х годов XX века. Первый его поэтический сборник называется «Хирди Калажу. Разговор в поле». Вслед за этим сборником появились и другие книги. «Квакшевле. Горят зорницы», «Юба уюхе. Месяц октябрь», «Кондерла. Полдень», «Емра. Ветла», «Хирдех Манчун. Сердце мое в поле». Уже из названий книг видно, что этот поэт привнес в чувашскую поэзию новые яркие образы, культ земли, труда, земледельца. Чувашская критика прозвала Алексея Воробьева певцом полей. Часто отмечают его близость к поэзии Якова Усая, но тем не менее он остается, на мой взгляд, самобытным поэтом. Национально-культурное проявляется в поэзии Алексея Воробьева на разных уровнях поэтики его произведений. Особое внимание нами было уделено идейно-тематическому, образно-символическому уровням художественного целого его произведений. Конечно же, художественной концепции человека, которая является сосредоточением духовно-философских, нравственно-этических и психологических составляющих его художественного мира. В своем докладе я намерена остановиться на некоторых... Высоцкий, Кайрам,